И Колю сегодня хорошо слышно. Коля, уже сразу, да, этот Zoom получше, чем Ну, Skype? Zoom, да, действительно побыстрее, ну и кроме того, я микрофон чуть-чуть починил. То есть не только, да, вот это. Да, не только. Умой. Давайте посмотрим гурте ужмес аскером, учком гурте ужмес. Предложение остыкуевал учканы. Смотрите, мы сейчас разберем предложение, а потом к самой грамматике, как бы более досконально еще перейдем, дойдем, хорошо? Потому что сейчас я буду кратко объяснять. Итак, ойдолучком. Коля, лучше, пожалуйста, че вариант над? Это первое предложение. Да, вот на доске. Ну, дело в том, что я еще пока в Zoom непривычный, поэтому я читаю с почты. Ты купался как... Экран не видно? Нет, он на весь экран разворачивается, а как обратно его сворачивать, мне некогда учиться. Понятно. Ты купался когда-нибудь в Красном море? Тонкуке город Зарежин Палачкемеда? Угу. Да, вот я видела, Оля тоже в телеграм-канале отправила Таубаджим, спасибо большое. Давайте посмотрим, какие здесь варианты возможны. Да, вот как бы самый простой, самый знакомый для вас вариант — это просто прошедшее время, да, очевидное прошедшее время. Сейчас я добавлю, тон год зарежин куке пылашкида, ну, даже можно сказать куке соку, когда-то. Куке соку — это когда-то, да? Куке соку пылашкида, да, то есть это вот как бы самый простенький вариант, да, самый простенький вариант, но поскольку мы с вами уже на уровне B1, да, то я вам предлагаю еще другие варианты, и у нас это как раз было в тексте Дунилен Кылдемес, плащкемед Ваня, плащкемед Вала, да, то есть и здесь будет тынат, да, то есть у нас здесь, мы это потом рассмотрим позже, потому что это будет рассмотрено вкупе с другими формами похожими. То есть здесь, смотрите, тынат, родительный падеж, плащкемед, буквально, да, купание твое, отглагольное существительное на «м», да, и плюс либо «вань», либо «вал». Это такая форма более разговорная, и если кому интересно, я вам могу выслать даже статью, там интересно написано про аналитические формы глагола в удмуртском языке. Они, к сожалению, сейчас утрачиваются, да, потому что в русском языке нету такого. Но вот эта, кстати, форма плащкемед Ваня, удмуртские лингвисты считают, что она заимствована из тюркских языков, то есть она есть в башкирском и в татарском языке. Это, кому интересно, вы можете посмотреть параллели, и вот как раз в том тексте тоже об этом рассказано, вот, но это вот прям уже уровень такой носителей языка, то есть даже не все носители сейчас говорят, используют вот эти конструкции, про них мы еще сегодня поговорим отдельно, да, то есть как бы тон горд зарежен куке соку плащки, да, или тон горд зарежен куке, ну, когда-то куке соку все-таки, когда-то, да, вот. Ну, я бы сказала, конечно, город заряжен плащкемед Ваня. У вот этой конструкции плащкемед Ваня, она на русский переводится со словом «приходилось ли тебе?», да? «Приходилось ли тебе?». И уже слово «когда-то» не будет использоваться, потому что «приходилось» — это уже подразумевает «когда-то». Да, то есть уже вот конструкция плащкемед Ваня, она уже подразумевает вот это все, скажем так. Вот. Куда же мне спрятать деньги? Да? Это делиберативное будущее. Давайте так, Маша, попробуешь? Тебя не было, конечно, но... Да, но я использовала не дебилератив... Ну, в общем, не это, а... Да, другую форму. Кчи бен ватоно вал кондон. Куда же надо было спрятать деньги? Здесь отличие в чем, да? То есть, Маша, твой вариант, он понятен будет носителю, да? То есть, как вот ты еще раз сказала?
Кчи бен ватоно вал кондон. Бен, это мне папа подсказал, что можно использовать как бы. Куда Да, вот, то есть можно... Бен — это такой же. Кчибен, но я бы сказала конь-донес, потому что о каких-то конкретных деньгах идет речь. Вот мне просится конь-донес. Кчибен конь-донес ватоно вал. Куда же надо было спрятать деньги? А здесь как бы вот твой вариант, он уже ватоно вал. Надо было спрятать, надо было спрятать. Как бы уже все это свершилось, то есть что-то уже произошло, и мы уже в прошедшем времени рассуждаем. Но здесь у нас, смотрите, что куда же мне спрятать деньги? Это риторический вопрос и просьба совета. Да? То есть там, где есть риторический вопрос в отношении меня, просьба совета, да? Там, где вот есть вот этот риторический вопрос, там лучше использовать вот эту как раз форму делиберативную, да, ватом. Ватом, что это такое? Давайте я прямо здесь разберу. Делиберативное будущее. Да, у нас ватом глагол, но он относится к первое лицо единственного числа. Как это образуется? Как это образуется? У нас глагол ватыны, прятать. Ватом – это форма «мы спрячем», да, по сути, совпадает. И ватом – это равно «куда же мне спрятать». Да, то есть, по сути, эта форма совпадает, вот для первого лица она совпадает с формой будущего времени для множественного числа. Будущее время для множественного числа «мы». Да? Это давайте еще мы тоже сегодня отработаем, я себе запишу. Да? То есть это такие размышления вслух. Человек, что же мне теперь делать, куда же мне пойти, куда мне обратиться, да, еще у нас одно будет предложение такое же. А вот если у кого-то есть другие варианты решения, были другие варианты, то вы их тоже озвучиваете, да, чтобы мы могли обсудить. Оля, можно вопрос? Да. А вот нам обязательно указывать то, что это именно мои деньги? Ну, деньги именно мои. Я правильно понимаю, что кондон имеет... Куда же мне спрятать деньги? Можно было здесь аккузатив суффиксальный. Можно было здесь кондонес. Да, но здесь я бы непременно поставила какой-то суффикс определительный, либо притяжательный. Сейчас, подождите. Либо суффиксальный аккузатив, потому что это какие-то конкретные деньги, это не абстрактные деньги, это какая-то определенная, ну, сумма или пачка, да, которая осязаемая, скажем, конкретная какая-то. Поэтому Джеджбур Марк, да, Джеджбур. Вот, мы уже... Черт, я забыла делать запись. Так. Идет запись, идет. Да, автоматически идет. Да, я вот она мелькает в рекорде. Ну, хорошо. Точно? Ну, я вижу рекординг. Да. Окей, будем надеяться, что идет. Ну, сейчас, а как это можно... Да, пауза записи, остановить запись. Супер, отлично. Вот, да, еще раз и для Марка, который объявился, значит, смотрите, здесь это риторический вопрос, куда же мне спрятать деньги? И это еще не про прошедшее время, да, то есть я вот в данный момент определяюсь, куда мне спрятать. Я задаю себе риторический вопрос или вот в каком-то виде запрашиваю совет непонятно от кого, поэтому здесь лучше использовать форму «ватом», да, которая будет относиться ко мне. Я так и написал. Да, вот вариант «кычебен кондонез ватоновал» – это абсолютно живой разговорный язык, но он будет иметь такой нюанс, что уже
какой-то вот, какой-то мы рубеж прошли уже, и уже это не актуален вопрос. То есть куда же надо было спрятать деньги? То есть, видимо, ну, представьте ситуацию, да, мне надо спрятать деньги, там, я уезжаю на неделю, мне надо спрятать деньги. И перед отъездом я задаю себе вопрос, куда же я спрячу деньги, куда же мне нужно спрятать деньги? Если я уже уехала, вернулась, деньги украли, и я себе задаю вопрос, куда же надо было спрятать или ВЛМ, да, через ВЛМ еще можно здесь, чтобы их не украли. То есть, а это уже случилось, да, как бы уже вот ватоновал ВЛМ. Если вы скажете вал ВЛМ, куда же спрятать деньги? Это, по сути, можно использовать как синонимичное с ватом, но вот ватом это уже уровень как бы выше, как понимаете, да? Вот, advanced. Это вот то, что это же было в тексте в предыдущем. Да. Как сотворить мир. Да, но мы почему сейчас это разбираем? Потому что у нас сейчас вопросы на основании текста, который мы разбирали с вами. Это я понял. Да, чтобы вы закрепили те грамматические формы, которые были в прошлом тексте. Оля, а бен это просто слово-связка, слово паразит. Да, же, вот это же. Здесь вот либо медам, либо бен. Это... То есть кычемедам ватом, кычебен ватом. Медам и бен это такие частицы усиливающие, да, но не имеющие значения. То есть они смысл не меняют, просто экспрессии добавляют. А нужно деньги добавлять к кондонме? Вот здесь как мы образуем эту форму делиберативного будущего, то есть она совпадает с формой будущего времени для формы мы. Шайтан, мол, не всю землю изо рта выплюнул, да, здесь, ой, подождите, там Людмила, вот кто-то в скайпе идет. Можно одновременно. А почему мы на Zoom перешли? Потому что нам посредством может Zoom купить, если нам понравится. Вот это вот. Сейчас, если подождите, я напишу. дистанционку отменят. Если дистанционку отменят, но это до Нового года точно не случится. Нет, ну как, вузы отменяют дистанционку вот в ноябре. Ну, это пока Я не думаю, что это, да, будет долго. Скорее всего, у нас дистанционка 50%. Мы с кем-то занимаемся очно, с кем-то на дистанционке. Ну, хорошо, давайте вернемся к обсуждению предложений. Шайтан, да. Оль, можно вопрос по предыдущему? Да, по-моему, не был услышан. Надо там было писать мои деньги, кондонме. Да, это был вопрос от Семена тоже. Смотрите, здесь в любом случае вы можете не писать «мои деньги», но суффиксальный аккузатив должен быть. Кондонез, да? Да. Вроде бы удмуртский язык требует притяжательного суффикса. Как бы. Ну, я бы вот сказала, для меня это как бы очевидно, то есть, что я риторический вопрос задаю только про свои деньги. Ясно. Шайтан... Да, еще какой-то вопрос, да? Да, вот еще проще сделать кычи, кондонез, ватыны. Или это вот чисто калька с Это русского? калька с русского. Это, знаете, вот даже про... Когда переводили социальные сети, контакт, например, на удмуртский язык, там же нажать, кликнуть, да, вот эти все формы, их все переводили через форму оно-йоно, потому что это вот удмуртский вариант. Надо, да, ну и правильно. надо нажать. Надо. Вот, поэтому это чисто калька будет, да. Но это... как бы реальность, которая нас ждет. Оль, еще минуточку, я забыл вот это ватом, это официально ведь форма будущего времени. Да, вот здесь как раз мы разбирали, то есть это мы спрячем будущее время для множественного числа мы.
То есть вы видите, как бы вот вы, зная уже какие-то формы, можете использовать их, ну, не задумываясь, что ли, в каком-то Мгм. смысле. Шайтан, мол, не всю землю изо рта выплюнул. Вот тут Оля. много вариантов. Да, тут Вот. много вариантов. Оля. Ну вот если прямо из текста «Шайтан пе имыштыс луазе чисто пачгымте». Да, да. Здесь можно было чисто по тексту, либо луо – это песок, да, луозе пачгымте – это песок. Здесь можно было слово музьем использовать, можно было глаголы «щалджимте» не выплюнул, «куштымте» не выбросил, «пачгымте» не сбрызнул, как бы, да, на мелкие фракции. А просто куштиз нельзя было использовать? Но вы же не были свидетелем. Ну да. Ну, я Вот, понял. здесь, да, здесь неочевидная форма прошедшего времени желательно, потому что это легенда, вы не были свидетелем этого события. Куштымте. Да, либо вы используете такую, как, синтетическую форму, да, с суффиксом «мте», либо аналитическую, она абсолютно синонимичная, через «эвел» и МВЛ. утвердительную форму. Да? Это вот, ну, уже это для тех, кто помнит, как образуется неочевидная форма. Мгм. Да? То есть Так, у нас... Оля, Да. сейчас, да, извини, а вот который в первом варианте формы, это какое время, что я просто хочу повторить эту историю. Найти. Еще раз вопрос. Что это за форма? Вот щелджемте. Куштымте, пачгымте. Да. Мгм. Это какое Это у время? нас неочевидная форма прошедшего времени. Ага, хорошо. Ну да, ладно, тогда не буду сейчас разбирать, поэтому есть урок. То есть Да. неочевидная форма прошедшего времени. Мы, может быть, на карантинном курсе я сказала, что используйте, ну и в принципе и вам тоже, старичкам, говорила, что используйте пока простую форму. Простая форма – это вот это will, shall, gem. То есть утвердительная форма неочевидного прошедшего времени плюс отрицание will. Да? Я перешла, Ну, у меня А ничего. можно Да, Оля. спросить? Да. Ага, да, спросите. А я хотела спросить, а если вот дословно это переводить, я не поняла, я не знала, как сделать не всю землю. Да, А вот тоже. это у меня такой же вопрос. У меня есть вариант. Вот, Ну, может, что-то с ваньзе и что-нибудь туда добавить, типа гес или что-нибудь еще Ну куда-нибудь? вот, Yes, это Вань, наоборот будет. Вань, А музьемес, Ну, потому Вань, что Не всё. это всю землю, а если не всю? можно сказать Шайтан, Вань, ваньги. музьемес. Слушайте, ну здесь он же не сплюнул всю землю. Ну, тут не сплюнул, а в переводе в русском не всю землю. Можно как-то через тек, ваньтек какой-нибудь. Ваньзейк, музей, Ваньзейк, может быть, вот так. Ваньзеик. М. А что Да, это значит? да. Что Не всю землю. Вот. Ваньзейк, музьемес. А ик это что значит? Слушайте, но здесь за счет глагола достигается это в большей степени. Ваньзейк музьемес, потому что ваньзейк музьемес это можно и так трактовать. То есть здесь только именно глагол. То есть здесь именно глагол дает значение не всю. Мгм. Да, я поняла ваш вопрос. То есть для меня это даже не было, ну то есть я над этим даже не задумывалась как носитель. То есть для меня это очевидно, что он не сплюнул всю землю. А ньюземес и Нельзя, Вань, нельзя отрицать. А луазе последнее это что? Зачем? Это вот вместо Место музея. да. Мгм. Если по тексту луо там было. Там Музей луо, это да. земля, луо это песок. Мгм. Ну, то есть заканчивается вот этой глагольной формой куштынте, печгымте, если. Да, или вел щалджем, вел куштем, вел пажгем. Да, куштема вел. Мгм. Так, еще один, да, такой. Софи, давай мы тебе дадим. София не отклик.
кому я должен обратиться с этим вопросом? Кинули меда та юанес счетом. Шонер, да? Мгм. Ну да, можно было вот через глагол, вот то, что Софи предложила, кинули бен та юанес счетом. Шонера, Гоштичко, да, твой Ну, я вариант? почти так же написал, только киндоры. Киндоры? Да, кому? Нет, кинули кому? Кинулы. Ну, я и Киндоры так написал. это к кому, да? Ага. То есть вы Я и можете так написал. либо через вот эту конструкцию, кому же мне дать этот вопрос, то есть кому же мне задать этот вопрос. Могли Кинули вы... та юанес счетом вал. Зачем вал? Нет, тон вален шусал, мон вал тек шусал, кинулибен та юанес счетом. Если ты вот в данный момент ты размышляешь, кому же мне задать этот вопрос, то ты просто счетом оставляешь. Вал здесь мне вот вообще излишен, то есть я бы вообще его не употребляла никогда. Или вы можете через другой глагол вожишкны обращаться, да? Да, я Кинулы бен или кинулы медам вожишком. вожичком я также написал. Я тот и тот написал вариант. Вот. А счетом или вы... Да. Да, в любом случае у вас здесь будет делиберативное будущее. А, Оля, если вожичком, то тогда это юанен с Да, тем вопросом, да, через строительный падеж. да, то есть здесь управления разные. Счетыны Мгм. что, вожишкны моим. Моим, да. Мгм. Ну, здорово. Можно было сделать вариант, вот тут же должен обратиться и через юано. Та юане скинлы мыным юано. Так, Типа нужно спросить у кого. так, Юля у нас вот. Та юанес кинулы Кинлы мыным. Давай лучше так. Потому что 2 раза юано обычно так и не разговаривают, да? Та юанес кинул еще тоно. Вот так может быть еще. Ага. Кому задать, Кому задать этот вопрос, да. Но это тоже уже как бы немножко сдвиг, да, в сторону. То есть прекрасный удмуртский язык — это вот именно делиберативное будущее. Будем выступать за чистоту. Да. Вот. Не садись на место своего друга. Коля. Тынате шедлен интыят эн пукщи. И так. Почему не интыяз? Да, хороший вопрос. У нас несколько участников, да, получается, есть я говорю эн пукщи, не садись, есть друг и есть место. И место друга твоего. Исправил. Ага, то есть вопросов нету. И здесь вот эту притяжательную тнат эшедвен можно опустить, потому что за счет ед мы уже и так знаем, что это твой друг. Эшедлен или эшедлыч? Эшедлен. У нас эшедлэч, Коля, в каких случаях используется суффикс? Когда у нас прямой объект, прямое дополнение. Да. Эшедлэч интызе эн башты, например. Да, не занимай. Да? То есть если у нас прямое дополнение, то есть аккузатив, да, стоит, то тогда будет лэщ. То есть если объект в аккузативе, то относящееся к нему слово, характеристика, оно встает из суффикса лен, грубо говоря, в суффикс лэщ, из родительного падежа в разделительный. Баламон, это помните, понимаете, да? Да. Вот. Почему это так осталось? Надеюсь, что там дальше есть перевод. Почему ты нас не послушался, Артем? Малы тон милен эт кылзычки. От кылзычка, да? Только здесь... Менестым. Да, ашмедыс или... Менештым. Милештым,
Или Да. милемдыс, может быть, вы услышите еще. Да? Ну, да, это в тексте практически есть это Да, предложение. да. Угу. Почему ты нас не послушался? Только там было меня. Там было моне. Да, это же когда он шайтану сказал, что-то утаил песчинку во рту. Просто Меня я не вот послушал. сейчас думаю, да, вот смотрите, Нет, там было менештым. Вот. Да, не моне. Поэтому милемдыс это как бы моне, да, во множественном числе. Да, Это а здесь уже управление тот русское. меня не Да, послушал. да. Да. То есть здесь будет управление кылзышкны. Даже не знаю, это какой у нас падеж получается? Ой. Ну, менештым там, менештым. Да, пытаюсь просто сообразить. Плюс кылзышкны менештым. Кинлэш – это разделительный падеж. Угу. Да? В русском языке был бы аккузатив. Послушаться Да. кого? Меня. Да. Да? То есть, а в удмуртском языке разделительный падеж. Да. И то же самое курыны просить и бояться тоже, кышканы да. бояться, да, и юаны спрашивать. Это все с разделительным падежом в удмуртском языке употребляется. Ну, это в монязычник, так чику кышкалону менештым. Монязычник? В стихотворении. Чику кышкалону менештым. Да. Угу. Тау Баджим, с вопросами, надеюсь, с предложениями все понятно. Грамматику мы еще сегодня тоже эту возьмем про отглагольное существительное, да, вот то, что была у нас конструкция. Вот, а сейчас мы перейдем к работе с текстом «кыкешьёс». Но этот текст значительно легче был, да? Это правда, это по правда. сравнению с тем, что было. Итак, давайте на первый, второй рассчитайся. Кого не упомяну, вы дайте о себе знать. Значит, кто у нас? Кинг Тунне Урокын. Коля, Татына? Татын. Семен, Артем, Оля, Софи, Маша, Марк, Юля. Юля. Да. Юля, Вуиз, Юля, Вуэм. Вот. Вандес Теверай всех назвала? Никого не пропустила? Еще Дима. Дима, да, Дима, точно, да. Дима, тоже мой. Надо Молодец. всем камеру включить, все будет нормально. Не, у меня почему-то не всех выдает. Мы дома, Марк, мы не готовы. Ну, ты приготовься, причешись. Так, Ойдове Куцком, давайте тогда начнем. Значит, по такому же принципу работаем, читаем, переводим, потом разбираем грамматику досконально, и я вам на дом я вам потом дам задание по этому тексту. Да? Если нас резко выплюнет через 10 минут, то вы обратно по той же самой ссылке. По той же ссылке хотите. зайдем, да. Да. Бывает такое. Вот. Но мне кажется, что вот сейчас по общим ощущениям Родион еще у нас я вижу. Но Родион молчит. У него микрофон скрывается. Наверное. Ну, видимо, и наушники тоже, раз он не слышит. Вот. Да, ну, мне вот кажется, что в Zoom как будто потише, получше качество связи. И я не вижу разницы между скайпом и зумом пока в нашей ситуации. Я в скайп не могла зайти в прошлый раз, поэтому мне больше нравится. Ну, ну что теперь? Автоматическая запись включилась, вот все прекрасно. Подключи себе новый скайп, скачай. Ой, ну ты что, все равно не знаешь. Давайте в записи Тергашки, в записи не будем ругаться. Вот, Ойдове Куцком. Дима, давай тон Куцкот. Дима, давай ты начнешь. Блин, у меня текста нет. Перед глазами. То скайпа нет, то текста. Да, но мне еще бумажки нужны. Давай, Дима, Куцка, первое предложение. Кыкышьёс. Все, первое предложение.
Кеадык гуртын уловело кыкышьёс. Дымбыр, но шалтыр. Кычеке одик гуртын. Одик. Кыче кеадык гуртын. Одик. Колесо, молоко, водовоз. Все произносим через О. Одик. Угу. У нас никаких адик, Москва, вот такого нет. У нас там, где О, там четкая круг. Там О, да. Берег тычком. Давай переводим. Где перевод? Жили-поживали в деревне два друга, Дымбыр и Шалтыр. Да. Кыдёкын оломатын, что это? Кыдёкын — это далеко. Да. А далеко близко. Или. Оло — это или. А далеко или близко. Кычеке — это какой-то. То есть кыче — это какой. А частица ке, добавляясь к местоимениям, к вопросительным словам, дает значение неопределенности. В какой-то одной деревне живут-поживают два друга. Дымбыр и Шалтыр. Кто-нибудь нашел значение Дымбыр-Шалтыр? У меня, кстати, не возникло мысли. Что это за игра слов? Нет? Бум-бам. Бум-бам. Дымбыр-Шалтыр пишется через дефис, значение с грохотом, со звуком грохота. То есть это такое звукоподражательное слово. Оно будет... Я, по-моему, выписывала где-то вам слова. Ну ладно. Да, то есть дымбыр-шалтер, если вы напишете через дефис с маленькой буковки, это звук с грохотом. Да, дымбыр-шалтер клычке, слышно звуки грохота, да, то есть если посуда упала, если кто-то по лестнице спустился, свалился с грохотом, это все дымбыр-шалтер, да, то есть звук падения чего-то. Именно дымбыр-шалтер, то есть как бы на первые слоги ударения или? Дымбыр-шалтер, да. Угу. Синоним еще у него будет. Так, вот дымбыр-шалтер и сейчас не уштыр-табыр. Уштыр-табыр, правда, это уже немножко про бег, то есть когда бежит. Ну вот таких слов двойных в удмуртском языке будет несметное количество. Дималджиз. Родион Татына? Родион пассивный слушатель. Хорошо, Коля. Дымбыр дышицкени, но шалтер пичгес на свеке витле. Вот когда они... Что ж такое? Сейчас, подождите. Сейчас я отвечу. Людмила, мы сейчас занимаемся в Зуме. Попробуйте по ссылке перейти, которую я вам скинула, потому что мы сейчас не в скайпе, мы в зуме. Слышите меня? Завтра пойдете на Чувашский? Да, вот ту ссылку, наверное, нет. Когда переходите... Ну, что ж такое вот это... Вам надо... Ну, не знаю, вы когда, ребят, по ссылке переходили, там же ничего не надо установить. Можно опоздать. По ссылке перешли. Попробуй, можно. Можно в браузере Zoom открыть. Нормально. Там да, вы можете скопировать и открыть это в браузере в каком-нибудь, в интернете. Приложение. Не знаю, не могу вам никак помочь удобнее, сейчас. но в браузере тоже можно. Да, вы просто переходите, нажимаете, что да, разрешаю, и все, и включите звук компьютера. Людмила, попробуйте, пожалуйста, потому что мы сейчас не в скайпе. Ладно, мы сейчас в зуме вот в этом занимаемся. Ну, обычно хорошо на почту скидывать, когда вот. Ну, я скинула в скайпе. Вот. Ну, это немножко похуже. Просто надо копировать, куда-то заносить, а из почты просто автоматически.
М. Ой, Или господи, там Марк. нужно копировать, там тоже прямая ссылка Что-то на... там не проснулось, что ли? Да, давайте. Вот смотрите еще на что хотела обратить внимание. Когда они вместе дымбер-шалтер, они с ударением на первый слог. Но когда они в одиночку стоят, дымбыр и шалтыр, то есть мы их воспринимаем как самостоятельные слова и их ударение на последний слог. Мгм. Да? Поэтому Коля Берктышко. Дымбыр уже учится, а Шалтыр еще поменьше в садик ходит. Да, Помладше. Да, помладше, поменьше. Умой. Семен. Мгм. Одикпол, Дембыр, Роксе, Дешатевал. Мгм. Ну, однажды Дембыр занимался уроками. Да, Учил урок. буквально учил свой урок. Делал урок. Да. Учил урок. Как мы можем заменить каким словом одикпол? Какое слово есть еще? Было на прошлом уроке даже. Однажды, в смысле? Да. Мгм. Окпол. Окпол, да, то есть это буквально сокращение от одикпол, окпол. Уроксе, что это за форма? Аккузатив. Да, аккузатив с лично-притяжательным суффиксом, да. Дышете вал. Чем отличается от уроксе дышетис, дышетем? Что это? Давным-давно делал. Нет. Но это ж плюс к вам перфект. Это continuous. Продолжительная Да, это деятельность. продолжительное в прошедшем. Continuous, то есть, да? Да, да. Если past perfect, да, то дышетис вал, то есть двойное. И том, да, прошедшее, да. А здесь у нас настоящее плюс вал. Это означает, что длительное в прошедшем. Ага. Умой. Артем? Мгм. Шалтыр выйз, но черте. Берктышко. Так, Шартыл пришел и пригласил. Ну, позвал, да. Зовет. Зовет. И Да, зовет, вообще. да. Да, настоящее. Да. Да, зовет. Чертыны какой синоним? Какой синоним сегодня тоже уже был? Этины. Да, правильно, чертыны. Скажите мне, пожалуйста, вот... меньше минуты, сейчас нас вырубит. Перешла по ссылке, дальше куда? Там же просто переходишь и уже запускается, нет? Просто тоже ссылку запускаешь, и все. А там разве не нужно ввести номер? Не всегда. Не всегда. Вам надо было сейчас вводить? Ну, я через Нет, приложение. я вошел сразу же. Мгм. А Юля, ты через приложение, да? Мгм. Хорошо, так, ладно. И Оля. Алло, Алло, да. я первая, что ли? Вернулась. Видимо, да. Это я вводила номер опять, вводила пароль опять. А они там по ссылке не могут перейти быстро. У тебя интернет на телегах. Чего у меня интернет? На телегах. Что это у меня на телегах, если я раньше тебя зашла? Я без пароля, без всякого зашел. Так ты дольше меня заходил. Не знаю. Давайте. Так, вот я всех вижу. Почти. А как на всех посмотреть? Софи. Раз, два. Я уже Так, мы студентов никого не проверяю. потеряли, походу. Отряд не заметил потери Настрою, бойца. походу. Четверо. И Николаю Роме. уже А больше Николаю Роме 10 есть. человек нас всех, да. Так,
Да, вроде бы все. Угу. Демонстрацию экрана продолжаем. Значит, Оля у нас должна была читать. Запись у нас идет. Угу. Оля. Айда Ульчаин. Айда. Айда Ульчаин ожидак шудом. Угу. Пойдем на улицу поиграем. Да, айда, да, то есть это что у нас? Айда – это ойдо, Да. или ойдо, да, более удмуртская версия, плюс ми в будущем времени, да, и равно это побудительная форма. Угу. Айда – это татарское слово, да, изначально? Да. В удмуртском есть еще вариант вай. Да, еще можете встретить вай. Ну, это давай. Войны приносить, да, давай. Ага. Ожитак. Синоним какой ожитак? Сегодня... Нет, сегодня еще не было. Коньяке. Да, правильно. Вот у Оли было же сегодня. Ожитак равно коньяке. Или печильтык иногда еще можно встретить. Да, вот Диму мы потеряли, но сейчас уже нашелся. Дима тоже. Угу. Оля Лыджис. Софи. Так. Али укшу дымбыр урок мелочтике пото. Угу. Не сейчас, говорит дымбыр. Когда сделаю уроки, выйду. Угу. Да, здесь тоже обратите внимание, да, урок мелочтике. Буквально, если я сделала уроки, выйду, вот так напишу, выйду, да, то есть условное предложение, там, где условия, мы ставим в прошедшее время, там, где то, что случится, главное предложение, оно стоит в будущем. Да? Умой, Софилочис. Маша. Так, я... Вот это. Кишкис шалтыр. Урокет тынет эшедлэч дуно. Укшут не монтанен. Крикнул шалтыр. Уроки тебе друзей дороже. Твои уроки тебе друзей дороже. Точнее, твоего друга дороже. Не буду с тобой играть. Да, правильно. Вот здесь я вам напоминаю, как у нас сравнительная конструкция строится. То есть суффикс «гес» у нас используется для сравнения. Да? Есть еще южный его вариант, он реже гораздо используется «гем». Да? То есть «баджим» — это большой, «баджимгес» — больше, а превосходную степень мы делаем за счет слов «тужгесно», «самой», «ваньмызлэш», «котьмалэш», «котькинлэш». Да? И, соответственно, предложение будет строиться как? Скал пунлэш баджимгес. Нам нужен вот этот суффикс, этот падеж разделительный. Ой, Ксения у нас еще присоединилась. Вот. Или через щарыш, после лог щарыш мы можем еще использовать сравнительную конструкцию, выстраивать. Но вот пунлэш баджимгес, мне кажется, вот разделительный падеж плюс гес, он чаще бывает. Вот. И превосходный слон тужгес на баджим, самый большой слон, будет вот так строиться. Здравствуйте. Можете надеть, пожалуйста, масочку, и я вам температуру. Это у кого? Это что за включение? Наденьте масочку. Всем сейчас скажут и оштрафуют. Это из спецсредства звонят. Укшуд не монтонен, да, не буду больше играть в будущее время. Да. А можно вопрос, почему вот дуно без вот этого дополнительного аффикса сравнительной степени? Бывает, что опускается. Если вы скажете «рогет тынэдэшэдвэч дуно гес», это тоже, ну, как бы и так, и так. В данном случае можно опустить. И в последнем предложении будущее время, там тоже показатель будущего времени тоже обрезан как бы. Где? В каком последнем? Укшут.
Укшуды, наверное. Здесь смотрите, почему у нас «ы» у нас факультативное, потому что легко произнести. То есть вы не можете сказать «мон угверашк». Мон угверашк, да, «ы» обязательно, потому что сочетание согласных на конце. Но мон укшут. То же самое, как в повелительном. Иди, мын, да, верашкы. То есть «ы», она факультативна в третьем лице, потому что легко произнести и без нее. Она используется именно для разбивки, для лучшего произношения слова. Валамон. Умой. Так, кинули ли Маша? Да, Марк. Ага. Так, эншут, вот это, да. Эншут. Эншут, канилен, вожиз дымбыр. Эште сукем джок, вентишкот. Да, ну и не играй, спокойно отозвался Дымбыр. Ты так совсем друга забудешь. Раз, да, ке, если раз так быстро забываешь своего друга. Ну да, сокем ке, вот как-то. Так быстро да. забываешь своего друга, да. Чем мы могли здесь заменить ке? Каким союзом? Раз, если... Вспоминайте, когда мы изучали сложное предложение. Не помню. Коля? Нет, не помнится? Может быть, какой-то депричастной формы? Нет. Беге. Через куд. Беге, правильно, да. Вунетишкот беге. Да, в данном случае он может заменить раз ты забываешь. Вунетишкот бере. Умой. Так, это был у нас Марк. Юля? Я не готова же. Ну, прочитаем, мы подможем. Шалтыр куатышкыса. Куаташкыса. Да, напоследок. Куатышкыса. Кошкиз научаиш. Пинал йосен шудиз. Шудиз. Кошкиз. Может, у меня что-то с микрофоном, может быть, нет? Я вроде так и читаю. Кошкиз. Кошкиз. Смотри, здесь, смотрите, да, вот у вас предложение перед глазами. Вот эти все депричастия, наречия, это второстепенное все. Главное, кто и что сделал. Существительное и глагол. Подлежащее и сказуемое. Ищем сказуемое. Кушкиз, шудиз. Да, что это? Ты это все знаешь, глагол. Кушкиз ушел. Да, а шудиз? Шудиз играл. Играл. Все, шалтыр ушел и играл. Да? И дальше идут нюансы. С кем, куда ушел? И где, и как ушел, да. Как он ушел. Играл, я поняла, на улице с детьми. Да. А куатышкыса? Куаташкны. Обижаться. 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 Да. Куаташкны. Мое занятие последнее время. Куата, по-моему, вместе пишется. Куатапуи, буквально мешок с обидой, это обидюля. Да, это вот так. Куатапуи. То есть мешок с обидой, куатапуи, можете на вооружение обзывательство такое нежное. Куаташкыса, суффикс деепричастия, образа действия. Как, каким образом, да? Обидевший. Да. Можно вопрос? Да. А почему ульчарыч? Почему не на улице, почему с улицы, да? Да. Да, это хороший вопрос. Значит, смотрите, у нас вот этот падеж, сейчас я скопирую, он зачастую используется как прилагательное, то есть уличные дети. Ульчайшпинальос, уличные дети, да, например, сейчас.
Московский университет – это Московский университет. Да. Московский Удмуртьёс группа. Да, Московский Удмуртьёс, Московский Удмуртия, то есть вот этот падеж, суффикс «ищ», как он по-русски? Да, исходный. Исходный падеж, он зачастую, указывая на место, на географию расположения объекта, он в качестве прилагательного переводится. То есть это его такая функция. Я понял. Здесь можно было сказать, но ульчаин пинал здесь можно было и так сказать, и смысл бы не поменялся. Угу. Умой. Так, Юля, лучись, Дима. Дима. Митрей. Митрей Кошкиз, Родион Татына. Родион Шипуке, Ксения. Ксения Татын, Джечбуреш. Джечбур, выйди, пожалуйста. Катыш лучины. Дымбыр Малпас. Дымбыр Малпас. Дымбыр Малпас. Мнам урокме куштаме углу ук. Кык башто. Значит, Дымбыр подумал, я не могу свой урок оставить, я ведь 2 возьму. Получу, да. Баштаны покупать, брать. Ой, почему меня перекинуло? Так, кто перекинул? У меня почему-то экран ушел, но здесь вернула уже. Да, смотрите, куштаме углу мы это еще отдельно разберем сегодня. Умой, Ксения, все, Коля. Адемиос юнме шатшо, нырыш ужде елпумья. Нет, елпумья, соберешь шут. Да. Разве, люди не напрасно ведь говорят, сначала твою работу закончи, а потом играй. У юнме есть синоним токма. Напрасно? Да, токма – это вот северный вариант. Да. У глагола шуны какой синоним? Верочкны. Верочкны – это разговаривать, шуны – это сказать. Вераны. Вераны, шонер, да, не путайте. Адямиос юнме шат. Шат – это адямиос юнме бен верало, юнме бен шо, да, то есть шат – это тоже такая частица экспрессивная, она никакого значения самостоятельного не имеет. Нет, ну, я, кстати, не очень с этим согласен, тут она вроде бы как разве. Юнме – это разве напрасно, люди говорят. По крайней мере, в словаре написан такой перевод. Адямиос юнме. Ну шат. Да, здесь если разве? бы не было шат, да, тогда вот то было бы понятно. отрицание, было бы, да. Адямиос юнме укшо. Не зря люди говорят. Да. Да, тут шат да, как в раз данном на месте. случае, да. Ну, обычно шат тоже такое. О, Слово. Людмила пришла, получилось. Людмила, у вас получилось. Это из читать текст. Да. Нырыщужда елпумья, елпумьяны, да, прекрасный удмуртский глагол, который как образован? Сложение Ум это конец. А ел это голова вроде бы. Кончик, елпум, яны, то есть это ел кончик, а пум конец. Да, то есть как бы такой с двух сторон получается. Какой синоним у этого глагола? Бирпумьяны. Нет. Бирпумны? Нет, вот про дела. Сделай дело. Какие Гуляй можно? смело. Ужде елпумья, да, закончить дело. Может быть, ужде лешты, да, сделай дело. Ужде быттыса лешты или ужде бытты. Да? То есть быттыны – это уничтожать, заканчивать. Угу. Умой. Так, Коля, Людмила, ты татына? Людмила, вы здесь?
Тоже мой. Я очень рада. Монтуш шумпоточка телят пермисшуса. Я очень рада, что вы смогли войти. Простите, да, у нас сегодня Zoom вариант пробный. Так, давайте тогда вот вы как раз почитайте. Вот эшестек лумбет шудыны, вот это предложение. Ты еще не слышишь? Индюки, говорит, даже уже пришли. Сейчас стой. Эшестек лумбет шудыны шалтыр эсчида. Дымбыр дори ношик воизношуе. Да, и переводим, и берег тишкомали. Эшестек лумбет шудыны шалтыр эсчида. Без друга весь день. Шалтыр вытерпеть не мог. Да, не смог выдержать Не без смог друга. вытерпеть. Да? Угу. Выдержать. Ага. Дымбыр, так, дары ношик. Дымбыр к нему пришел. Он к Дымбыру. Он пришел к Дымбыру. Он пришел, да, Дымбыр дары, он пришел. И так, к нему пришел, ну и сказал. Да. Смотри, не, у нас все читают, не один человек. Строчки. Да, смотрите, лумбет, да, лумбет, что это день. у нас весь день, правильно, да? Весь То есть вы сейчас можете встретить бдес нунал, но, Да. конечно, красивый удмуртский язык, правильный удмуртский язык — это лумбет, да, это профинно-угорское лун. Поэтому бурлун, да, говорят пермяки. Умой, счида не выдержал, не вытерпел. Ношик снова, да, слово снова. Снова. Умой. Семен. Два коротких предложения. Можно даже три. Вот. Хорошо. Вожден ваеше. Простить кар. Манук коташкалы. Манук коташкалыни. Что говорит надо? Да, в общем, он вошел, это все говорит. С налоговой пришло тебе. Что? Не-не-не. Дорогие друзья, можно всех отвлечь? Что случилось? Алло. Да. Кто позвонили, сказали, что у меня положительный ковид, поэтому всем, кто со мной контактировал, предлагаю его сдать. Ну, по скайпу это не страшно. Встречались. Так, у тебя сейчас положительный ковид. Мы встречались последний раз 2 недели назад. Да. Инкубационный или как он, период? Недели 2 дня. 2 недели инкубационный же период. Ой, да ладно. Короче, уже все нормально. Все уже, все, кто заразился, тот заразился уже. Да, я поэтому и предлагаю сдать. Ну, я сдала вчера на антитела, поэтому... А я вчера сдала на мазок. Вот, мне позвонили. Поздравляем. Но ты себя Все, сейчас тебя изолируют части от общества. Я знаю. Ну, Юль, мы тебе здоровья желаем. Да, выздоравливай. Давай, чтобы легко прошел, правда. Ну что, вернемся, да, Семен, вожденвай. Вот как раз, Семен, прости, пожалуйста. Вот. Ну, вот я не очень понял, нашел, что такое вожде. Не давай зелень. Это устойчивое выражение, которое обязательно запомните. Вожде энвай, или можно еще синонимично ерде куренкар, да, оба отсылают нас к тому, что физиологически не надо себя накручивать, да, вожде энвай, буквально не приноси своего зеленого. Это выражение связано с тем, что когда человек злится, то у него повышенное выделение желчи. То есть буквально не выделяй желчь, не злись. Ердек куренкар это не зли голову. Да? Вообще кур — это от куректыны горевать, горечь. Курыт — это горький. Да? И у удмуртов есть выражение «коты куректе», живот жжет, да, когда грустно. Коты корректе.
Потом щулмы корректе, когда... Ну вот коты корректе, это ну, то же самое. Щулмы корректе это синонимичное. Да, то есть, может быть, раньше просто было более ранним, что именно живот, через живот чувства проявлялись, а не через сердце. Да? Мой... То есть это... ну, не злись, мой друг, да? Простить кар. Кар — это город. От глагола карны. Нет, это глагол карны в повелительном. То есть прости. Прости. Ага. Простить сделай. Да. Понятно. Так, но я больше не капризничаю. Да, я больше не буду обижаться. Мон укуаташкылыни. Я больше не буду обижаться. Угу. Так, и Семен Берящ Мелен Лыдже Артем. Дымбыр шумпотыз эшсе джигыртыз но теча. Ярам эште кулуны мазмыт. Куаташкыле ни. Джигыртыз. 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 Тыз. Так, Берктичком переводим. Да, Дымбыр обрадовался, своего друга обнял и подпрыгнул. Хорошо, хорошо, без друга жить скучно, уже не злюсь. То есть он его обнял и вместе с ним прыгнул. Он его обнял и прыгает, то есть не один раз прыгнул, а прыгает. Тут ну, видимо, тут кто у нас? Дымбыр, он постарше же, видимо, шалтыр совсем мелкий. Он его сгреб в охапку и запрыгнул. Да. Вот, и умкуаташкылени, давай не будем больше обижаться. То есть это множественное число. Я не то, что я, а мы не будем больше обижаться. Будущее время множественное число. Угу. Вот. Есть какие-то по тексту вопросы? Сейчас мы пойдем разбирать грамматику. Джигыртыны. Обнимать. Да? Угу. Так, сравните. Оля, у меня есть вопрос там в слове эшсе. Эшсе джигыртыз. Вот эшсе это снова винительный падеж? Да, вот как раз я вам выделила это в отдельную. Аккузатив, простое притяжательное склонение, да, у нас они отличаются. Вот смотрите, гурте – это моя деревня, ну и, соответственно, эше, да, тоже нету слова эше. То же самое с эше. Эше – мой друг, гуртет – твоя деревня, гуртез – его деревня, гуртмы – наша деревня, гурты – ваша деревня, гурцы – их деревня. Если у нас винительный падеж простого склонения, то у нас везде гуртез, да, видите, вот здесь отмечено гуртез, я вижу деревню, я люблю деревню и так далее. Но как только у нас вот в именительном падеже, как только у нас у существительного есть притяжательное склонение, то в винительном падеже оно будет иначе выглядеть. То есть в винительном падеже будет «я вижу мою деревню, гуртме аджишко», да? «Я люблю твою деревню, гурте яратышко», да? А если я просто люблю деревню какую-то конкретную, гуртез яратышко, я люблю деревню, а не город, да? Его деревню будет совпадать, да, по написанию, вот именительный падеж, но в винительном падеже «я люблю его деревню» будет «гурце яратышко», а просто деревню «гуртез яратышко». Вот, то есть это как раз, да, притяжательное склонение с лично притяжательным суффиксом, да, то есть вот медезе, опять здесь та же самая медуза, да, и во множественном числе месдезес. Тут еще надо смотреть конечную в корне слова в основе, если она глухая, то у нас не дезе будет, а т и с, соответственно. Вот. Или вот здесь тоже, да, слова, которые особая категория, они тоже будут через медезе, то же самое, тут уже не считается. Извините, она гурт можешь плавать? Да. Угу.
Да, Ксения, какой еще был вопрос? Еще вот я поняла по поводу эшсе. Теперь, как мы бы сказали, если бы мы без лично притяжательного, ну, если бы мы не хотели существительно поставить в личный притяжательный падеж, то есть вот, чтобы было просто друга обнял, не Да, его я поняла. друга, а вот Простое понятно, что склонение. нужно ставить винительный падеж. Эшес было Смотрите, бы... да, вообще в удмуртском языке три типа аккузатива, да. Первый это... Нет, тогда как было бы сказать «я его друга обнял»? Эшсе. А я просто друга обнял эшез. Да. Но так не скажут, потому что друг всегда эшез Чей-то. Да. То есть как бы Всё, странно понятно. это звучит. Да. Обнял абстрактного друга. Да, вот, это то, что мы это обсудили. Можете у кого-то такой шум на фоне выключить? Да, очень тяжело. Смотрите, еще раз, да, возвращаясь, это такая очень большая тема, и все чаще она встречается у нас. Вот эти все слова, которые с суффиксом «м», «ем», «ме». Что это может быть? Это может быть причастие прошедшего времени, да, об этом мы говорили с вами и на первом уроке в этом году, и в прошлом году тоже об этом говорили, что идет совпадение форм. Во-первых, это «нарушите классе мынем пьяж», да, давайте добавим, ну пусть будет вот так, или давайте вот так, к сожалению, «вещены куцкис». Мальчик, пошедший в первый класс, то есть вот это у нас будет все переводиться как причастная конструкция за счет вот этого причастия прошедшего времени. Он пошел в первый класс, да? Пошедший в первый класс мальчик заболел, начал болеть. Это причастие. Как только это причастие встает в постпозицию относительно существительного, то оно уже сразу может выступать в роли сказуемого. То есть это глагол совпадает с формой глагола в третьем лице единственного числа прошедшего времени. Пияш нарушите классе мынем. Мальчик пошел в первый класс. Почему мынем, а не мымис? Потому что мы не были свидетелями, и оказывается, это уже случилось. Мы думали, что этот мальчик еще совсем малыш, да, и оказывается, он уже пошел в первый класс. Это случилось неосознанно для нас, для говорящего, да. И отглагольное существительное это может быть, и вот про отглагольное существительное мы поговорим отдельно, да, то есть вот в форме отглагольного существительного, вот с этим отглагольным существительным на «м», «ем», «ме», что мы можем делать, в каких конструкциях использовать. Итак, вот это отглагольное существительное на «м», «ем» и «ме». Во-первых, это существительное обозначает какое-то отвлеченное действие, состояние или процесс, или его результат. Да? Например, пыжишке – это выпечка. То есть мне здесь, например, сложно вам дать четкое объяснение, четкую грань между вот суффиксом «он-йон», да? «Дышецкон», например, это обучение, да. Через 10 минут закончится время. Хорошо. Дышецкон обучение, а дышецкем... Боже, это кошка или кто это вообще? Дышецкем процесс или результат. Можете выключить кошку? Или сюда ее, по крайней мере. Дышецкем процесс или результат, дышецкемез был. Да, сейчас объясню. Вот смотрите, дышецкон суффикс тоже для образования существительного. И дышецкем вроде бы про одно и то же. Но когда вы скажете у человека, у него нет образования, то есть у него нет результата процесса, то это будет дышецкем.
У суффикса вот на «н» у него еще очень часто, что это какой-то осязаемый объект. Например, «уштон» — это ключ, да, а «уштем» — это открывание, процесс. Вот. Дальше, вот смотрите, предложение, да, когда мы это существительное в каких можем конструкциях использовать. Пияшлэш наращети классе мынамзе ыйтодылы. Я не знала о его походе в первый класс, о походе мальчика в первый класс. То есть вот мынем мы как существительное делаем. И это предложение, да, то есть оно как бы настолько удмуртское, что сейчас оно все чаще заменяется калькой с русского языка. Можно вернуть, Оля, это предложение, я его хочу списать. А вот Оно у оно. вас- А вот, Да, вот просто это может быть пешлыш, мелко. ага. Ой, Да, тодылы, Есть вопрос, суффикс «лы» это многодействие, да, означает? да, я не знал. Вы можете здесь ойтоды. Ясно, спасибо. Можете вот так оставить, что я вот так сделаю, чтобы вас не смущать, да? И будет более понятно вам. Ойтоды со наращети. Сейчас. А вообще, как бы вот удмурт сказал? Эйтодылы или эйтоды? Вот как более как бы по... Как это? А ты более... проверь по своей маме. Хорошо, знаем. Я бы сказала эйтодылы, я не знала, вот, то есть. Мне кажется, проверь по она маме, бы сказала эйтоды. Без проверь «лы». по маме и проверь по человеку, который живет в среде. Ладно. Вот, может быть, есть бабушка, тетя, которая вот живет в деревне и каждый день использует язык. Да. Смотрите, вот в Хорошо. современном удмуртском языке будут чаще уже говорить не вот так кратко, да, не через мынемзе, не одно слово, а будут использовать русскую кальку, русскую конструкцию. Ойтоды или ойтодылы со наращети классе мынис шуса. Я не знала, что он пошел в первый класс, да, или более того, шуса может заменяться на русский что. Ойтоды, что со наращети классе мынис. То есть тут можно прям стадии утрачивания языка прорисовывать, прописывать, что сначала мы теряем вот эти лаконичные конструкции отглагольные, потом мы теряем свой союз, заменяемый на союз «что» русский, да. Вот, или, например, тоже «пияшлен наращети классе мы на мезбере» после похода мальчика в первый класс, да, вот. Или вот, смотрите... Извините, еще вопрос. Почему в первом предложении класса «мы на мзе» опять там этот суффикс, который я постоянно путаю? Потому почему что «зе» опять там? мальчик, вот специально второе предложение тоже такое же, то есть потому что «пияшлен мы на мез». Да, но там же «зе» они, вот там классе «мы на мзе». Потому что я не знала, что. Я вижу, что. Это все требует аккузатива. Это опять аккузатив. Вы можете с Юлей сделать группу любителей аккузатива, притяжательного склонения, потому что Юля тоже фанат этой формы. Вот. Дышецкем нянь у куры. Это очень популярная фраза, по крайней мере, в моей семье, да, что учеба, образование хлеба не просит. Да? То есть, если есть возможность, учись, есть возможность, развивайся. И здесь вот дышецкем как некий процесс получения образования. Да? Ебыртья шмурт, ебыртья мез вожма. Здесь это переводится как ебыртыны, это вообще поклониться, как бы и в прямом, и в переносном значении. Ебыртыны это как бы вспомнить ушедших, вспомнить усопших, да, и в то же время это значение еще кланяться, унижаться. То есть это, ну, в любом случае это голову склонить. И здесь это в таком, можно перевести в значении, как кланяющийся человек
ждет поклона, да? То есть ждет тоже, что другой также будет кланяться. То есть это вот прямое использование этого отглагольного существительного, и оно может заменять целое придаточное предложение. Да, я вам еще пришлю примеры для домашнего задания, и мы еще это поразбираем, потому что, ну, это вот, да, это такая вот удмуртская конструкция. Дальше, вот какие мы конструкции используем вот с этим отглагольным существительным? Вопрос про винительный падеж. Вот ебырт, ямес. Вот здесь не лично притяжательный, просто винительный падеж, да? Вот слово ебырт, ям. Да, это суффиксальный аккузатив. Ждет чего? Понятно. Спасибо. Хочется, не буду хочет. спрашивать. Да, Ксения, это хорошо, что ты спрашиваешь, значит, ты в курсе, как бы влилась. Хочется, не хочется, да, конструкция. Пияшон решите классы мынемес поте укпоте. Здесь помните, мы используем родительный падеж, да, родительный падеж плюс отглагольное с поссессивом, да, с притяжательным суффиксом, и плюс поте укпоте или укпот, да. Дальше может, не может. Вот это у нас сегодня было куштаме углуы, да, вот урок йосме или урок ме куштаме углу. Я не могу бросить урок, да. Здесь у нас как образуется? Кажется, что я уже где-то это писала, но, наверное. То есть родительный падеж плюс отглагольное существительное на м, ем, ме с притяжательным суффиксом с глаголом луэ, углуэ. Про эту форму еще отдельно поговорим. То есть она обозначает именно возможность, да, может, не может. То есть первая хочет, не хочет, вторая может, не может. Какой синонимичный глагол вы знаете, который чаще всего сейчас уже употребляется? Богатыны. Богатыны, да, правильно. Оль, осталось меньше минуты, если что. Да, хорошо, если нас выплюнет, то опять по этой ссылке. Ага. Хорошо. Вот, бывал, не бывал. Вот это у нас было, по-моему, на прошлом занятии, в прошлом тексте. Пияшван решите классы с мынемез айвална. Или решите классы с мынемез вань ини. Да, то есть здесь приходилось ли, да, еще приходилось ли. Вот то, что мы сегодня переводили первое предложение, об этом тоже еще сейчас более подробно поговорим. Да, сейчас перейдем. Ну вот, да. Смотрите, может, не может, да. Родительный падеж, отглагольное существительное на м, ем, ме с притяжательным суффиксом плюс луны. Луны может стоять во всех временах, в прошлом, в настоящем, в будущем и также в сослагательном наклонении. Да, и может заменяться конструкцией богатыны, глаголом богатыны. Посмотрим, как это делается. Смотрите, в настоящее время. Мы нам аджимелуэ, я могу видеть. Да, мы нам аджимеуглу, я не вижу. Да, то есть, сейчас перевела ли я здесь? Да, вот смотрите, лучше вот здесь посмотрим. Мы нам аджимелуэ, мон аджины богатышко, я могу видеть. Мы нам аджимеуглу, мон аджины угбогатышко. В будущем мы нам аджимелос, мон аджины богато. Да, то есть у нас здесь меняется богатыны глагол, а здесь меняется лунный. Ага. Так, сейчас всех принимаем, всех принимаем, всех принимаем. Всех принимаем, всех примем. Угу. Так, Ольга.
Угу. Людмила, отлично. Вот, Людмила, вы уже прям приспособилась. Так. О, смотрите, можно работать и над этой презентацией совместно с другими пользователями. Неужели вы тоже можете что-то писать? Написать там что-нибудь интересное. А вот сейчас интересно активно? А, вот, можно совместная работа. Ну ладно, давайте... не сейчас. Нет, это что-то другое. Да, смотрите, то есть мы можем вот эти луны поставить во все времена, еще и в сослагательное можем поставить. Да, Дима, вот. Мон аджины... Мынам аджеме луысал, да? Мон аджины богатсал. То есть здесь и кондициональ тоже может быть. Мон аджины богатысал. Да, то есть вот. В всех временах, формах может употребляться. Да, давайте еще посмотрим. И видите, вот притяжательные суффиксы будут каждому лицу добавляться. Мынам лыктемелуэ, то есть мынам, тынат, солен, они все факультативные, потому что за счет притяжательного суффикса мы все уже знаем, о чем идет речь. Лыктемелуэ, лыктемедлуэ, ты можешь прийти, приехать, лыктемезлуэ, он может или она, лыктеммылуэ, мы можем, лыктемдылуэ, вы можете приехать, прибыть, лыктемзылуэ, они могут. И отрицательное тоже меняется только углу. Лыктеме углу, лыктемед углу, лыктемез углу, лыктеммы углу, лыктемды углу, лыктемзы углу. Да? Точнее, тут и углу тоже не меняется, меняется только лично притяжательный. То есть здесь везде луэ, здесь углуы. В остальных формах да, в будущем времени те же самые отглагольные, лично притяжательные, просто меняется глагол луны на будущее лос, утвердительное, и на будущее отрицательное узлуи. Прошедшее время Луис, злуи. Да? Луисал, луисал. То есть вот в 4 формах мы можем встретить эту конструкцию: настоящее время, будущее, прошедшее и сослагательное. Вот. Давайте попробуем сделать... Сколько у нас времени? Давайте 3 предложения вот эти. Каждый сейчас напишет самостоятельно. Или давайте первое пока просто. Он корджаны богатышко. Да, ну давайте всем дадим время. Надо переделать на... у меня получается петь, то есть синонимичной конструкцией с луны заменить. Мон курджаны богатышко на шактынук богатышко. Я петь могу, а танцевать не могу. Как вы это сделаете через луны? Ну, я, кажется, знаю. Ну, каждый запишите себе, да, чтобы механически мы тоже отрабатывали. И потом сейчас проверим. Я сейчас себе как раз воду налью. Да, давайте... Ну, я так понимаю, что Марк, вы очень активны. Давайте тогда вас... Ну, я, да, уже сделал. Но я могу сказать? Да, давайте. Тогда мы нам корджеме луэ, нож эктеме углуэ. Что-то такое получается. Шонер, сейчас... А можете кто-нибудь видеть чат? Куда его вообще? Я могу его открыть. Вот, да, откройте, можете написать, потому что что-то у меня... Ну, у меня нет только удмуртской этой самой клавиатуры. Да, я тоже пока на новом компьютере не настроил. Вот, все.
Все, я тут. Вот. Мы кырджаме луэ, нож эктеме углуи, да, или углу. Семен, как это мы скажем в прошедшем времени? То есть я не мог петь. Ага. Как Ну, мы это сначала можем мог, сделать? потом танцевать, да, эктыны, это... слушать, петь, господи, да, все. Получается, мы нам кырджаме луоз, Это наш... будущее, ну ладно, пусть будет будущее. Луис, кырджаме Луис, наш эктеме эзлуэ. Да. Я бы, знаете, еще как, ну почему-то этого не пишет, но я бы тоже это могла сказать через длительное прошедшее. То есть вот там, где Луис, это однократно. Вот был концерт какой-то, у меня получилось спеть, а станцевать не получилось. Если мы хотим длительное, продолжительное сказать, я бы сказала, мы нам кырджаме луэ вал. Да? То есть это длительное, то есть вот детство же длительный процесс, да, поэтому у меня в детстве, в детстве получалось петь, а вот в тот день на концерте не получилось, это Луис, а если прям ко всему детству, то тогда Луэ Вал. Угу. И сейчас... И давайте еще попробуем будущее сослагательное. Значит, кто у меня здесь? Юля, ты вот сегодня сильно молчишь. Как будет в будущем времени я смогу петь? Юля, видимо, уже ушла с результатом куда-то в изоляцию. Ага. Так, давайте, Коля, скажи мне, пожалуйста, как будет в будущем? Кырджаме луоз, нож эктеме узлуи. Да, Шанер, я вам дам еще дома, чтобы вы эти задания отработали, вот эту конструкцию. Может быть, что-то будет очень сложно, но разберетесь. И смотрите, вот про то, что я говорила еще, приходилось, да? Это одна из форм прошедшего времени. Она есть в тюркских языках, башкирском и башкирском и татарском языке. В удмуртском она все реже употребляется, потому что того, чего нет в русском языке, у нас уходит в первую очередь. Да? И смотрите, здесь что у нас? Мы используем отглагольное существительное плюс слово «вань» или «эвел». Да? Здесь еще может быть и тоже прошедшее время, но пока не будем его брать. То есть «вань» или «эвел». Или приходилось видеть, либо не приходилось видеть. Да? На финский язык это переводят как бы формой «монаджимын» – «я видавший» или «монаджимын эвел» – «я не видавший». Нам на русский язык с удмуртского мы можем через «приходилось» переводить. Я вам примеры скину. И вот нашла очень хорошую статью, кому интересно, может, Коля, Марк, вам будет интересно про вот как раз аналитические формы глагола, тоже ее скину, посмотрите, там есть еще другие формы глагольные, которые мы вообще не разбирали, не касались даже. Вот, и у меня есть вопрос. Да. Приходилось в смысле я долженствовал или приходилось в смысле просто бывало? Бывало. Бывало, ага. Да, бывало. То есть это действие в прошлом, которое для меня было очевидным, да, и оно чаще используется в разговорной речи и для задавания вежливых вопросов. Ты бывал, тебе приходилось бывать в Занзибаре, например, да? Вот, и что здесь еще? Да, то есть его можно сделать давно прошедшим, если аджеме вань вал, да, то есть я видал, бывало, так тоже можно сделать. Вот, на это я вам тоже дам задание на перевод. Значит, смотрите, гурте уж, домашнее задание. Это будет перевод предложений по тексту, да, вот даже смотрите как.
Вообще я хотела вам такой вариант предложить, но думаю, что вы не особо поддержите, почему-то я сразу так с неуверенностью. Я бы очень хотела, чтобы вы скооперировались в парах между собой, то есть выбрали себе в пару кого-то и сделали диалог по подобию «Дымбыр и Шалтыр». А на какую тему? Пойдешь играть на улицу или уроки. Да, вы просто развейте эту тему, вы можете включить ругательство, ой, тон куатапую, куаташки дыни, да? То есть попробуйте сделать такие диалоги, найдите себе вот в чате пару. Если вы вдруг не нашли пару, то вы... Включите там за микрофон кто-то. Да, очень шумно. Извините, это мой, я выключаю. Да. Вот, в идеале, если вы в паре сделаете этот диалог, и потом его озвучите на занятии. Если же вы по какой-то причине себе пару не найдете, да, вот надо нам где-то чат еще сделать, чтобы вы могли общаться. Ну, чат в Телеграме есть. Ну, нет, он все-таки другой, там много внешних людей. Он не закрытый, да. То есть надо именно вот чат группы вот этой. WhatsApp или Telegram, как удобнее? Пускай все будет в Телеграме тогда. В Телеграме. Хорошо, группа в Телеграме будет, и тогда вы там можете договориться, кто с кем в паре. Если у вас все-таки есть проблема с парой, то вы делаете самостоятельный диалог, просто его расширьте, добавьте какие-то формы, может быть, самочувствие этого участника и так далее. Можете заменить героев. Но суть в том, что вот диалог подобие Шалтыр, Дымбыр Шалтыр. Хорошо, я себе записываю тогда диалог. Да, диалог, домашнее задание. Дальше вам надо будет вот поработать с формой луэ-углуэ, да, и с формой вань-эвел. Это будут предложения, вот надо будет закончить как раз вот эти предложения, переделать, да, на конструкцию луэ-углуэ. И на вань-эвел я вам тоже пришлю предложения, может быть, на русском языке, и вам надо будет их перевести на удмуртский. Может быть, вот так сделаем. Хорошо? Вот, и пришлю вам, конечно же, 4-й пункт, новый текст. Ага. Да, новый текст, наверное, только в понедельник пришлю. Ну, посмотрим, потому что у меня нет... посмотрим, может быть, найду текст, чтобы с аудио был. То есть, напоминаю вам, если я высылаю текст с аудио, то вы сначала слушаете аудио без текста, потом аудио с текстом, и потом уже работаете с текстом. Хорошо? То есть аудио тоже не один раз слушайте, а там 2-3 раза, чтобы максимально почувствовать язык и попробовать вычленить. Вот, смотрите, на следующей неделе меня точно в субботу не будет, поэтому я бы вам предложила перенести наше занятие. И на этой неделе у меня нон-стоп по вечерам, поэтому я вам могу предложить только следующую неделю, либо 28, либо 29. 28 среда, 29 четверг. Во сколько? А во сколько? Ну, давайте в 20:00, наверное, если это удобно. Могу в 19:30. Лучше тогда в 20. Если в среду у меня с 7 такой же урок, в четверг я вообще не освобожусь. Поэтому если в среду, то не раньше 20. Угу. Мне, наверное, удобнее будет в четверг. Угу. Давайте в Телеграме перемещаться. Давайте в Телеграме я сделаю голосование. У нас будет 28 или 29 октября. Либо 20:00, либо... либо четверг, либо среда в 20:00. Хорошо? Я могу сразу сказать, в четверг я выпадаю тогда. Хорошо. У нас в любом случае будет запись, так что если кто-то выпадает, то вы можете попробовать запись посмотреть, самостоятельно поработать. В среду 28-го, может, с опозданием я подключился. Угу. Хорошо.
Тау Баджимешьё, спасибо большое, друзья, что пришли на занятие сегодня. Вот, и я вам вышлю все материалы, хорошо, по уроку. Тау Баджимешьё. Дети. Албазим тазалыр. Давайте, дети.